приди, распали огонь, сердцем наклонися, дай воды живой, Дух Святый приди, распали огонь, сердцем наклонися, наполняй нас. Подвигам своим, для нас тепло и надеяй, наполняй ты нас. Подвигам своим, для нас тепло и надеяй, дай воды живой. Дух Святый приди, распали огонь, сердцем доклонися, дай воды живой. Дух Святый приди, распали огонь, сердцем доклонися. Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Podczas tej świętej mszy Marusia zapamiętała Władimira i wszystkich z jego семьи, родов, просит же, как добрый и милосердный Пан, пробачил им провины и принявший вольность усих святых. I prosił za nasze grzechy, aby mogli z czystym sercem skłaść эту najświętejszą ofiarę. Spowiadając Bogu Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил невинный, думкою, словом, ушинком и заметанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышине Богу, А на земле упокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой славы Твоей, Пане Боже, Владыка небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Раку Божий, Сыне Отца, який тяреш на себе грехи и смерту, змилуйся над нами, який береш на себе грехи и смерту, прими моление наше, який сядешь поручайся, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Аминь. Молимся.
Ты праз таямніцу сённяшняга свята асвячаеш свой касцёл, які яднае ўсе плямёны і народы, напоўніў увесь свет дарамі Духа Святога і аднавіў в сэрцах верных плён Твою ласкі, якою мы атрымалі на пачатку абвяшчэння Евангелія, праз Пана нашага Jesúsa Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе і владає в єдності Духа Святого, Бог праз уще веки вечные. Amen. Книга читания Святого Евангелия по Иоанну. Читание книги «Дел апостолов». Когда настал день Пятидесятницы, все были разом на одном месте. И раптом узнав сошел с неба, ниби повел Господа ветру, и наполнил весь дом, где сидели они. И з'явились им языки поделенные в целом огня, и затрымались однокожие из них. И наполнились все Духом Святым, и почали говорить на інших мовах, як Дух давав промовлять. Были в Иерусалиме юдеи, люди побожные, з усякого народу под небом. Коли узнявся гэты шум, собралося мноство людей і захвалявалося, а кожен чув їх, що вони говорять на ягоній мові. І бентежилися і дивували, кажучи, ці ж усі ти, хто говорить не галілейці, як же ми чуємо кожну свою мову, в якої народилися, Парфяне, і Медяне, і Еламіти, і Жерхари Месопотамії, Юдеї, Каппадокії, Понта і Азії, Фригії, Памфілії, Єгипта і часток Ливії, сумежних з Киринеї, де приїжджі римляні, юдеї, прозеліти, критяне і араби. Ми чуємо, що вони говорять нашими мовами про великі справи Божі. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пошли, Пане, своего Духа, и обнови обличья земли. Спошли, Пане, своего Духа, и обнови обличья земли. Благослови душа моя Пана, Пане Боже мой, Ты великий, неслышанные, Пане, Твои справы, земля наполнилась Твоими створениями. Спошли, Пане, своего Духа, и обнови обличья земли. Ты забираешь их недуг, и яны гинуть, и вертаются у свой пыл. Ты посылаешь своего духа, и повстают яны. Ты обновляешь обличья земли. Спошли, Пане, своего Духа, и обнови обличья земли. Нехай слава Пана триває навеки, нехай Пан радуется справам своим, нехай буде милая ему моя песня, и я буду радоваться Пану. Спошли, Пане, своего Духа, и обнови обличья земли. Читання послання святого апостола Павла до Коринтян.
Браты, ніхто не може сказати, Єсус Пан, коли не буде у Духу Святим. Розные есть дары, але той самый Дух. Розные служения, але Пан один и той самый. Розные деяния, але той самый Бог, який робить усё во всіх. Але кожному дається проявлення Духа на користь. Як тіло одно, але має много членів, які, як шмат, складають одно тіло, так і Христос. Бо всі ми одним Духом охрещені, в одно тіло. Юдеи, те греки, невольники, те свободные, и все напоены одним Духом. Это Слово Божие. Дякуємо вам, Богу. Боже, Дух Святый, приди, и небесного спошли, нам светло Твою струни. Ой, обоих поспеши, сердцам правду покажи, и свои дары нам дай, судящий сердц людских, наимилейших гостю их, от солода стомленных, от починок смученных, и вода для правнучих, сутяшение плачущих, о свято счастливое, сердце улыбки кривое, Твоих верных нам помни. Без Твоего дыхания, что ж вся растворения, пустота и небытие, что я чисто в нас собой, что засохло оживи, что поранено зряши, что нас твердое скиби, скривлено правым чини, холод сердца разопри, дай Твоим же верным, Боже ласки первым, всем Твоих святых даров. Дай заслугу мужности, вытрывалость верности, дай мне радость вечную. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Приди, Дух Святый, наполнит сердце своих верных и запалил их огонь своей любови. Аллилуйя, аллилуйя. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Jana. Коли был вечер того первого дня, из дома, где собирались учни, были замкненные от страха перед иудеями, пришел Иисус и стал посередине и сказал им: «Спокой вам!» И сказавши это, показал им руки и бок. Узрадовались учни, убачивши Пана, но Иисус снова сказал им: «Спокой вам! Jak послал меня Отец, так и я посылаю вас». И сказавши это, дыхнул и каже им: «Примите Духа Святого. Кому отпустите грехи, тому будут отпущены. На ким покинете, на тем застанутся». Это слово Пана. Слава Тебе, Христос. Святкуємо сьогодні П'ятидесятницю. І треба, і може варто на початку сказати, що ми не хочемо історично перенестися у ті дні, коли апостоли разом з Матіною Святейшим і зідними жінками сиділи і очікували спасання Духа Святого. Нас цей факт не інтересує. Бо у Костелі, Костел этого не целебрує. Костел не целебрує історичного факту того, що відбулося. Костел целебрує тое, що відбувається тепер у гэтую хвилину. И урочистость Духа Святого мы наново целебруем этого самого Духа Святого, как наново им захопиться.
Може у ім утопиться наново, как насытиться и имкнуться. И прикладом для нас ёсць гэтыя здарэнні, якія адбыліся калісьці. Але яны таксама і сёння адбываюцца, і сёння актуальныя. Пра якія мы прачыталі, што былі апосталы закрытыя ў вечерні. І маліліся. 9 дзён аднадушна трывалі на малітве. І два факты, якія нам гавораць пра тую радасную падзею, што Дух Святы сапраўды сыходзіць і дае чалавеку другое жыццё. Першы з іх, што былі закрытыя, схованыя, са страху скуленыя. Баяліся за сваё жыццё, турбаваліся, як на іх людзі паглядзяць. Але калі адбылося спасланне Духа Святога, касцёл адрадзіўся. Было написано, і адчынілі дзверы сэрца свайго. Не дзверы, што выйшлі да людзей, таксама, але дзверы сэрца свайго. Вот до спаслання Духа Святога апостолы думали только и выключно сами про себе, про свое «я», как мне было добро, как мне было зручно, как все только про меня памятали, якую я посаду буду доставать. Но вот припомним в этой подзее на опошней вечере, когда Иисус Христос говорит еще раз повторяя, что буду терпеть, моє буду дочевать, отдам свое життя, а не турбуйтесь, у вас кроснуть. И приду и знов до вас, а потом за некалькі дзён пошли до вас Духа Своего Утешителя. А апостолы про что пытаются? Понятно. Але ты, коли хочешь свое владарство, где мы будем сидеть? Кто нас вершит? Ты скажи, кто праворуч, кто были леворуч. Ну так само твое владарство хочем. Еще не разумели. Не разумели. Только под деянием Духа Святого человек может зразуметь подею в своем житті. Может зразуметь слово, якие десять колисты чула и неразумения. Дух Святый освятляе. И когда гэтыя падзеі адбыліся, апостолы адчынілі сэрца свае. Прапаў іх страх. Чаму я сёння цэлебрую ў чырвоным арнаце? Чого тому, что Дух Святый, бо чырвоны колер означае кроў, што Дух Святый кроў проліў? Но не, гэта ж Дух Святый. В який спосіб він може кров пролити? Ні. Потому что Дух Святый наполнил апостолов, учнев, тыя, что боялись в своем житии. Так что наполненные натхнением Духа Святого пошли, как отдать свое житье разом с Иисусом Христом на Кальварии. И мы того самого Духа отрывали. Как бы не глядели в перспективу, что только это было для апостолов дать. И мы сегодня есть, как отдать свое житье, и треба кров пролить. Але неоднократно отримати критику. Хтось із нас посміється. Може і більше, ніж кров віддасть. Бо коли життя віддасть, не будеш турбуватися, то якщо хтось сміється, або тикає пальцями, що віриш у щось, не віриш у що. І ми сьогодні під натхненням этого Духа Святого покликаны, как истинна вера, как обвящать Божье владарство. И другая справа, якая говорит про суд, что отбылся. Вот так само к этому посланию Духа Святого товарищи, які ці цуди показывали. Але цуд это не важно. Який этот цуд отбылся? Знал, что коли учни вышли, распочали говорить простыми мовами. Им не треба было говорить простыми мовами. Бо в ті часи, за времен Ісуса Христа і апостолів, усі, хто був у Галілеї, і навіть гэтыя гості в отелі прийшли на свято шатров, на мёту так званых, на заканчэнне гэтага свята, на Пятидесятницу собиралися у Риме шмат людей выходило. Как разом отсвяткаваць у святыні. То все они знали язык один, подставовый, это греческий. И когда Павел напишет послание, вообще Святое Писание написано на греческом языке. Новый Завет по-русски нас. И навіть Павел, когда писал до коринтян, писал по-гречески. Чому? Ну добре, бо коринтяне жили греки родовиті. Але чому, когда писал послание до римлян, не писал на латині? Мы все ведали единую мову греческую. Потому что в учни, вышедшие
вечерника розпочали говорить розними мовами. Не тому, что хотели показать, что такие люди. Это, например, как я поехал, например, у Польщу и не знал, там акамову польской. Размовлял з якимись поляками на англійській мові. Він так само знає англійську мову, ми разом дошли до порозуміння, навіть удокладили, що нам треба, договорились у справі, яка нас турбувала. Але другая ситуация. Я, который еду в Польшу, не знаю языка, сядаю, учуся языка, турбуюся, наконец научуся, еду и размовляю в этой польской мове. Какая еще разница между одним и другим? У другой ситуации, когда я приезжаю и пробую, и ведаю, что что-то научился промовить до этого человека, то ему говорит, что мне на этой размове не может позволять. Но я научился другую мову, постарался, посвятил свой час, познал культуру, как зразуметь ситуацию обставины этого человека, за кем я размовляю. Например, это было в году 2006, когда уже после обрания нового папы римского Ратцингера повстал так званый Ратцингер, который обрал имя себе Бенедикт XVI, и он приехал в Польшу, наведать его. Конец наведать его. Ну и мы так само, як з наведюшами, пошли на бой, там так само молиться. Так у тыя времена каждый говорил, цікаво, Ратцингер, альбо Бенедикт XVI, промовите нас по-польску, альбо не промовите. Ну промовите, альбо не промовите. И коли промовил, не важно, что может трошки смешно, потому что это рассказывали мне. А не постарался и промовил. Шмат людей говорит, поглядите, як ён нас кахае. Научился нашей мовы и не соромился, что будут всем смеяться, что здесь теперь крутили есть слово. И тому для нас знак, коли апостолы вышли и промовляли в разных мовах, но там были да, приездные с разных краин, как мы чули. И они знали свои мовы особистые, где народились. Але агульная мова, которая греческая, так само видно. Якою розмовляли всі. Коли апостолы начали называть, они разумели, что того, что им размовляли. Не для того, как показать, какие они добрые и мудрые. Они размовляли другими мовами, как прославить Христа и Его науку и дать посвящение. Коли я был так само на Вицяте, повного разу под конец на Вицяту, Мишш наш на Вицяту, по-белорусски мове записывается, может, недоразумение не покрывается на меня. И у всех нас взял на такую, поехали мы куда-то там отпочивать, а мы между часом заехали в такое место, где было одно Дух Святым. Такая суббота собиралась, там одно Дух Святым, и мы там говорились разными мовами. Разными мовами молились. И когда я туда приехал, я почув, що там, которая молится разные мовы. А в этой мове, думаю, я не сам не разумею. Когда ты говоришь, а кто там? Я не разумею, что не говорит. Братья и сестры, это не молитва была. Бо апостолы вышли и говорили на разных мовах для тех, кому эта мова была потребная. Which не з'являється даром Божим язиком з'являється, але це дар Духом Святим даний для прославлення Христа, для прославлення Бога. Коли просто для своего особиста, некоторые это позитивная реакция, некоторые стояли и втираются в на то. Он говорит, я говорю на другой мове. Ты так сам умеешь. Я не шучу. Я не смеюсь с Духа Святого. Я просто сміюся, хочу показати на тих людей, які дійсні, замість того, як шукати хвали Божої, своєї особистої хвали шукають. Бо дар язиков дадений, но одному із тисячі. Не 100 чоловіків, які там зібралися, і кожен говорив на якусь мову, які самі себе не розуміють, що говорять.
бо ён дадзены для праславлення хвалы Божай. І чаму мне так лёгка далося навучыцца польскай мовы, чытаючы проста кніжкі? Потому что она мне была дадзена для прославления Пана Бога. И только и выключно. Но когда я ее уживал для чего-нибудь другого, я в ней никуда не научился. И другой, и той, и іншей мовы. Когда вы себе задаете питание, на что вам дать на якийсь курс языка, чи вы заправды в этом языке умеете сказать про Бога, поделиться с тем, кто разговаривает в этой мове. Просим за это. Братья и сестры, как и мы в нашем жизни, умели принять поставу Духа Святого. А Дух Святый, братья, поравняет трошки до таких шариков. Есть такие розные шарики. Когда говоришь, там это может быть зайчик кисти, может медведик кисти, крокодил, другая змея, альбо еще кисти гуш. Розные формы, понимаю. А когда это взять, просто не надуть и показать, что такое, а не видно, что такое. Пока не начнем туда воздух отдувать. Под большим давлением, чем нас окружает. Где просто якась форма. И Дух Святый хочет нас надмухать, как мы приняли форму христианина и познали свое покликание. Для чего покликание? Как бы мы были таким парусом, який есть на корабле, и немає ветра, він поморщений. Але коли повіє трошки ветер, він водиться и начинает плыть. И Дух Святый хочет в костеле, как мы поплыли на берег. И Он веет у разных способов. Может, не зрозуміло для нас, але для того, как мы плыли наверх, плыли до Христа. И просим, как мы были открытые на деяниях Духа Святого, якого мы уже все отрывали, как мы наново сегодня могли себе отказать на питание, что Дух Святый на меня промовляет и каким направом я в своем житии, звичайным, светским, христианским, профессиональным, в тих обов'язках, які я виконую, в яким напрямку я маю плыть і кого я маю собою представляти. Амінь. Вірувачного Бога і за всього Панителя, і боїться, і всього вашого, і неважного, і в одиного Пана Ісуса Христа, Сина Божого, одинородного, Зайця народженого, і радості веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Божьем вивате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и якого владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророку. Веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и чакаю воскрешение померлых и життя вечного в будущем свете. Через послание Духа Святого вознесем наше субботнее просьбы до Бога, молимся за святый костел капучинки его верников, оживлял Духу воскреслого Христа, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За тих, хто подчас великодних днів прийняв сакрамент хресту, умацований дарами і Духа Святого, яни були соправдені світлом Христа, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За усіх, хто виправив своє життя на легше, як з Божої допомоги яни ожиттєвляли прийняті постанови, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За наших близких померлых, особливый способ за померного Владимира и померлых с его роду, который милосердный Пан пробачил им провины и принял до субольности святых, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За нас,
тут присутних, как дарами Духа Святого мы были умацованы у веры и надеи. Тебя просим, Выслухай нас, Ojcze, Ty na wieki zjednał nas u swojej любові учеников, хвала воскрешения Твоего Сына и Духа Святого, веди нас до глубейшего познания таямницу раз Христа, Пана нашего. Номер 237. Ojcze, Słońce dobry, Ciebie pokorna prosi, przez Twojego Syna, daj nam znak любові, всі дари дары, що ми Тебе приносим, Ты прими зашпание и благослови, научи, научи, нас любить, любить, благослови, 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 научи, научи, нас любить, любить, благослови, 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 благослови. Молитесь, как мою и вашу я вяру принял Бог, а и всемогутные. нехай Пан Бог прийняв вяру з рук Твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Просим Тебя, Отче Небесный, учеников Дух Святый, дал нам глубее разуметь таямницу Евхаристичное, веры и привел нас до полного познания Ты, брат Христа, Пана нашего. Amen. Пане с вами, И с Духом Твоим, Богу в сердце, возносим на Пана, подякуем Пану Богу нашему. Бога века и справедлива. За правду Бога века и справедлива, скучна и избавлена, как мы за все Ты и всюду Тебе складали подяку, Пане Святый Отче, Всемогутный Вечный Боже, Ты, как завершив исполнение пасхальной таямницы, спасла сотня Духа Святого на всех, кого принял за своих сыновних детей. У Христе Твоим одинародным Сыне, Гэты Дух Святый при народжении Костела открыл всем народам соправного Бога и з'єднав розные мовы у вызнанию одиной веры, тому откупленное человечество в общем свете радуется о воскрешении Христа, а хоры анёлов разом с всеми святыми śpiewają Тебе гимн хвалы неспынно устремляющие. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, госанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вершинах. Милостивый Отче, покорно просим и молим Тебя, брат Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, как принял и благословил гэтые дары, гэтое приношение, гэтую святую и беззаконную охрану. Складаем ее Тебе найперв за Твой святый католический костел. Будь ласкавый одорвать с упокоем, оховывать, єднать и керовать им в общем свете, разом со слугой Твоим, Папом нашим Львом, Искупом нашим Юзефом, и всеми, кто верно заховывая и вызнає католическую и апостольскую веру. Пам'ятай, Пане, про слугов Твоих и про всех тут присутных, верою в данность, яких Ты ведаешь, за них мы приносим Тебе гэтую ахвяру хвалы, или так само и это приносят за себе, за всех своих близких, за откупление своих душов, за надею на избавление и уратование узносят свои молитвы для Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого, у едности, с всем костелом Наисвятейший день Пятидесятницы, коли Дух Святый объявился апостолам огненных языках, найперв спашанной вспоминаем благословленные Толшову Панну Марию, Мать Бога и Пана нашего Иисуса Христа, а так само святого Юзефа, обранника Наисвятейшей Панны Марии, святых апостолов и мучеников Петра и Павла, Андрея, Косму и Даяна, и всех святых Твоих, праздник заслуги и молитвы, нехай во всем оховывая нас Твоя опека, Пане, ласкаво прими, просим в эту ахвяру от нас, Твоих слугов, и от всей семьи Твоей. Заховай дни наши у супокои,
zwał nas od wiecznego suczenia i nauczy dla swoich wybranych. Proszę Ciebie, Boże, mocnej Twojego błogosławienia, a świeci wyjadali, uczynili ich doskonałej i milej Tobie ochmianej, jak stali się dla nas ciałem i krwią Twojego najmilejszego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na terenie dni mówi On, узял хлеб, у своей святые и достойные руки, поднял очи до неба, к Тебе, Бога, Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого всем, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynom po wieczerzy wziął гэты почестный келих у своей святые и достойные руки, знов Тебе подяку складаючи, благословил и подал своим учням, кажучи: «Берите и пейте з яго все, бо гэта ёсць келих крови моей нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Гэта czynicie na moją pamięć». Гэта wielka tajemnica wiery. Ощущаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и шагаем Твоего преступа. Panie, my sługi Twojej, Twój lud święty, wspominają błogosławioną Twoją воскрешение, a tak samo chwalebne niebowszechstwie Syna Twojego, Pana naszego, składają najświętейшей величи Твоей, swoich darów i szczodrotów, ofiarу czystую, ofiarу świętую, ofiarу беззаконную, хлеб święty życia wiecznego i kielich wiecznego zbawienia. Взглянь на ее милостиво и свободно, и ласкаво прими ее, я принял дары праведного судьи Твоего Авеля, офиару патриархи нашего Авраама и святую беззаконную офиару, якую принес Тебе наивысший святар Твой Мелхиседек. Аккордно просим Тебя, Всемогутный Боже, загадай своему святому анелу, занести эту офиару на Твой небесный алтарь, перед обличием Твоей Господи величи, как заўсёды все мы, якія ўдзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвяцейшае цела і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае небеснае благословленне і ласку. Памятай, Пане, таксама пра слугаў Тваіх, якія адышлі перад намі са знакам веры і спяць у супакоі. Просім Цябе, Пане, дай ім і ўсім, хто спачывае ў Хрысце, прабываць у месцы святла и супокою. Так само нам, грешным слугам Твоим, якія спадзяюцца на великую милосердность Твою, будь ласкавы дать удел у едности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Стефаном, Матеем, Варнавом, Агнешкой, Цицилией, Анастасией и всеми святыми Твоими уведи просим и нас у их супольность не для наших заслугов, але дякуючи Твоему провожению праз Христа Пана нашего, праз якого Ты, Боже, усе гэтыя доброты неспынно спараешь, освячаешь, оживляешь, благословляешь и нас ими наделяешь. Праз Христа с Христовым Христе, Тебе, Боже, Отче Всемогутный, у едности Духа Святого, уся ваша и хвала, разучения и вечная. Называемся детьми Божьими, ведь являемся нам полные удячности, смиряемся казать. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба
нашего спасенного, дай нам сегодня, и отпусти нам обиды наши, яки мы отпускаем виноваты наши, и не уводь нас от спокойствия, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всякого злого, дай ласкаво с упокоим дни наши, да положи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от грехов и захованы всегда неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Господи, и мост, и хвала веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Христола Твоего, и будь ласкавы згодно за Твоей волей, одарить Его супокоем и вечностью, и Ты живешь и владаешь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Боже, який даєш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Ранку Божий, який даєш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який даєш на собі грехи світу, одари нас спокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягодою. Пане, я не варта, как ты вошел в меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Отця дихання життя дался, Дух Святий, Мати живой, прийди за нас. Так Тебе мы прагнем, Пане, як земля нашу спеку, як пустыня воды кроплю, тут прийти. Так Тебе мы прагнем, Пане, як земля нашу спеку, як пустыня воды кроплю, тут прийти. Дух Святый, Ты безмежная мудрость. Дух Святый, осветляешь дороги нам. И ведешь Ты нас до дому, где Отец бодрит нам. Место в небе с собой разом, Дух приди. И ведешь Ты нас до дому, где Отец покрыт нам. Место в небе с собой разом, Дух приди. Дух Святый, Отця дихання життя дався. Дух Святий, Води живой приніс в нас.
Терпим проклевание, як земля рожу спеку, як пустиня води кроплю, то прийди. И глядишь ты нас додому, сядешь подрыхтовала, место в небе с собой рядом, то прийди. Номер 254. Наитишейший, огорни своим молчанием, скрипя белой гости, загори мою тему. Наитишейший, огорни своим молчанием, скрипя белой гости, забери мою землю, огорни меня, как я Христовся хлебом, огорни меня, как я Христовся хлебом, поблагослови, я подари, а мечты кто правде, поблагослови, я подари, а мечты кто правде. Хлеб наитишейший, огорни своим молчанием, скрипя белой гости, забери мою телу. Хлеб наитишейший, огорни своим молчанием, скрипя белой гости, забери мою телу. А крыши плитые, якія застанутся, а крыши плитые, якія застанутся, разойди ко мне верить у своем прагнении, разойди ко мне верить у своем прагнении. Хлеб наитишейший, огорни своим молчанием, скрипя белой гости, забери мою землю. Хлеб наитишейший, огорни своим молчанием, скрипя белой гости, забери мою землю. Значит, Пана буду спевать, и от меня насытил добро. Значит, Пана заспеваю, насыщает меня добро. Значит, Пана заспеваю, насыщает меня добро. Значит, Пана буду спевать, и от меня насытил добро. Значит, Пана заспеваю, насыщает меня добро. Значит, Пана заспеваю, насыщает меня добро. Значит, Пана буду спевать, и от меня насытил добро. Значит, Пана заспеваю, насыщает меня добро. Значит, Пана заспеваю, насыщает меня добро. Молимся.
благословляешь свой костел небесными дарами, заховай, просим, спаславную нам ласку, как действенным был у нас дар Духа Святого, духовным силой да помог нам досягнуть вечного откупления. Раз Христа Пана нашего. Аминь. Объявлю пасторские. Завтра, 25 мая, в понеділок, свято Найсвятейшей Панны Марии, Мати Костела, во второк, вспомин святого Филиппа з Нери, одного из радостных святых. У четверг свято Иисуса Христа, наивысшего и вечного святора. У пятницу вспоминаем святого Павла, 6-го Павла. Наступная неделя – это урочистость Найсвятейшей Троицы. Сегодня можно отримать полный вкус за прочитание гимну «Прийди, Створитель Дух Святый», то, что вы учинили подчас литургии Слова Божьего. 7 червня в этом неделя отбудется процессия Божьего тела улицами Минска, початок в 9 годин на Золотой Горце. Припоминаю, что во всех парафиях у Минска и Минского региону святых імшаў з раніцы нема. Тому у нас так само не буде імшаў. Перша імша 7 червня отбудется у 15, а обошня у 19. От недели 7 червня и брату весь период летничный червень, липень, жнивень, святой імши дитячей о 12 године не будет. А святая імша, яка отправляется на польской мове у 9 годин, яна буде ані сказанням на белорусской мове для тих, хто би жадав радіє прийти на імшу. Дякуємо за ахвярование, за спів і оправу літургічну і прибирання каплиці і чисто дежурну. Приглядав за квітками і вокруг каплиці. Помолимся за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, чекає на родин дітей, добродіїв, передавців нашої парафії, так само много добродіїв до міста Саквари, і дорожуючи кожного з нас по особку опеці Маті Божої, Твоє на вороне отдаемся. В наших потребах не погожай молениям нашим, и от всякой злой примоты выбавляй нас завсюду. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы есть, что приходите, примите Божие благословение. Пан с вами. И с Духом Твоим. Отверните ваши головы на благословение. Бог Отец, святвалекий сегодня спасал своего апостола Александра, Утешителя, и наполнил святых, и наполнил святом сердце, нехай благословить вас, и наделить дарами Святого Духа. Аминь. Нехай огонь Духа Святого, який з'явився над учнями, очистить ваше серце от грехов и наполнить вас Святлом Небесным. Аминь. Дух Святий, який поєднав розні народи у визнаванню одної віри, нехай вас умацує в этой вірі, и здействить вашою надею созирать Бога в небе. Аминь. Благословения всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сыйте на вас и застається назавсёды. Аминь. Идите в супокои Христа, аллилуйя, аллилуйя. Дякуємо Пану Богу, аллилуйя, аллилуйя. Святый Архангеле Михаиле, Держи нас у славании, будь нам обороною, супроть спокусы и пастор злого духа, покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божию, скинь у пекла шатана и інших злых духов,
якія нас будуть мують по свете. За наших близких, помянуть за померлого Владимира и помянуть из его роду, владыка неба, утешься, аллилуйя, только Бога сердцем насила, у воскресил не проказывал, аллилуйя, Богу за нас молися, веселися и радуйся, Панна Мария, аллилуйя, Богу за нас молимся. Боже, Ты празул воскрешение Твоего Сына, Пана нашего Иисуса Христа, наполнил свет радостью, учени просим про заступництво Его Мати, Панны Марии, мы отримали радость вечного життя, брат Христа, Пана нашего, была Отцу и Сыну и Духу Святому. Добрый Езо наш Пане, нехай odpoczywają w spokoju wiecznym. Dzień za dnią, noc jaszczecia mnie, sumują patakie, słonia mandu. Оленя Карусо, что засталося мне, будет для Тебя, прославляю, а Ты застанься со мною, а Ты застанься